Канал Become Smart и всего за несколько минут покажет вам топ лучших хакеров, расскажет о загадочных людях, интересных странах и о многом другом. Подписывайтесь, будет интересно, ссылка в описании. Автомобили, созданные в единственном экземпляре, это не только концепты, построенные для демонстрации на различных автошоу. Часто богатые и состоятельные люди заказывают у автоконцернов эксклюзивные версии известных моделей, либо сами автокомпании выпускают такие в честь памятных дат. Я расскажу вам о 15 таких автомобилях. Maybach Exceller, пожалуй, один из самых роскошных и дорогих суперкаров в мире. Построенная в 2005 году на базе лимузина Maybach 57, спорткупе было сделано совместно с немецким производителем Schönfulde ради демонстрации нового поколения высокоскоростных покрышек компании. В 2011 году автомобиль был куплен за $8 миллионов американским рэпером Брайаном Уильямсом. McLaren X1 – эта модель сделана по спецзаказу тайного покупателя из Ближнего Востока. Все пожелания будущего клиента обошлись в $7 миллионов. Rolls-Royce Hyperion – это эксклюзивное авто заказал коллекционер Роланд Холл. Этот Rolls-Royce был сделан в 2008 году и представляет из себя кабриолет, чья внешность навеяна образами моделей, выпускаемых кузовным ателье Rollers в 1930-х годах. Дизайном занималось легендарное ателье Пининфарина. Ferrari F12 Berlinetta TRS, собранный по заказу клиента, чье имя не разглашается. Заказчик попросил Ferrari сделать особенную, открытую версию купе F12 Berlinetta. По неофициальной информации, стоимость этой уникальной машины составила более $4 миллионов. Porsche 911 Panamericana. Автомобиль был подарен на день рождения директору компании Porsche Ферри Порше в 1989 году. Примечательно, что его дизайн разрабатывал Харм Лагай, тот самый, который несколько лет спустя подарил миру легендарный Porsche Boxster. Ford GT90. Концепт, показанный в 1995 году на автосалоне в Детройте, позиционировался производителем как самый могучий суперкар в мире. Действительно, 12-цилиндровый агрегат автомобиля с 4 турбинами выдавал 720 лошадиных сил, а заявленная скорость GT90 составляла около 407 км в час. К слову, практически такой же скоростной показатель имел Bugatti Veyron, который появился только через 10 лет после концепта Форда. Cadillac Sienne был разработан и собран специально в честь 100-летнего юбилея компании, то есть в 2002 году. Как и подобает юбиляру, Sienne был оснащен самыми последними на тот момент технологиями. Он имел комплекс спутниковой коммуникации, систему голосового управления, ассистент парковки и систему ночного видения, которая могла проецировать изображение дороги на лобовое стекло. Хотя все это никак не пригождается ему в жизни, поскольку автомобиль стоит в музее компании. BMW Grand Coupe Pininfarina Lusso. По названию нетрудно догадаться, какие именно компании приложили руку к созданию этого автомобиля. Четырехместный интерьер купе отражает, как говорят создатели, слияние современной элегантности и уверенной динамики. Он отделан дорогой кожей и древесиной каури. Peugeot Onyx. Оригинальные французы построили суперкар с каменным названием из необычных для такого дела материалов. Помимо уже привычного карбона, в конструкции Peugeot Onyx были использованы медь, войлок и бумага. Французы сразу заявили, что не будут выпускать Onyx серийно, однако дали понять, что примерно так будет выглядеть передняя часть у следующего поколения моделей 308 и 3008. Вазра Пан. Отечественному автопрому тоже есть чем пополнить список штучных экземпляров автомобилей. Вазра Пан – первый концептуальный российский электромобиль, представленный на Парижском автосалоне. Выпущен он был в 1998 году в единственном экземпляре и, к сожалению, не получил даже мелкосерийного продолжения. Roadster ZIS Sport построили на шасси ZIS-101 в 1939 году, тоже в одном экземпляре. 6-литровый двигатель мощностью в 141 лошадиную силу позволял разогнаться до 162 км в час. Автомобиль получил одобрение Сталина, однако после войны единственный экземпляр ZIS Sport бесследно исчез. Darts Pромброн. Этот автомобиль делался под заказ в единственном экземпляре на базе Т-98 Combat, имеет эксклюзивную отделку. Броневик был куплен за $1,6 миллионов, и это самая высокая цена, заплаченная за внедорожник. Разгоняется этот монстр до скорости 312 км в час, а 100 км набирает за 5,2 секунды. Имеет 6-литровый двигатель с 552 лошадками. Неизвестный богач из Восточной Европы решил побаловать себя этим эксклюзивным Мерседесом. Его идея состояла в том, чтобы из легендарного Mercedes-Benz 300 SE 1955 года сделать современный родстер на базе SLS AMG.
В итоге получился уникальный монстр Гульвинг Америка, цена которого держится в строгом секрете. Mercedes снабдили движком V8 на 571 лошадиную силу, максимальная скорость 315 км в час, разгон до 100 км занимает 3,8 секунды. Subaru GT1 является единственным в своем роде. Он был собран в честь победы команды Mercedes в гоночной серии Le Mans в 1999 году. Автомобиль оснащен V8 двигателем объемом 7,4 литра и мощностью 450 лошадиных сил. Lamborghini Egoista был представлен в 2013 году на праздновании 50-летнего юбилея компании Lamborghini. Главная особенность состоит в том, что салон, а точнее кабина пилота, рассчитана лишь на одного человека. Внешний облик, как и интерьер Egoista, перекликается с военной авиацией. В движение автомобиль приводит мотор V10 объемом 5,2 литра. В конструкции спорткара широко используется углеволокно, за счет чего масса автомобиля составляет всего около 1 тонны. Спасибо, что посмотрели видео, а также подписались на наш канал и паблик ВКонтакте. Ссылка на паблик в описании.